Военный конфликт на Донбассе, который длится с апреля 2014 года, дотянулся своим огнем и до сердец ленчан. Многие не понаслышке знают об ужасах, творящихся на востоке Украины, за пределами границ Ростовской области Российской Федерации. Пожар ненависти, возникший на почве политических разногласий между украинцами, переросший военные действия и обстрел мирного населения, охватил многих россиян, в том числе живущих в глубинке Якутской тайги, в более чем 10 тысячах километров от места событий. За 8 лет многие жители России побывали в Донецкой и Луганской народных республиках как в рядах солдат-добровольцев, так и с миротворческими целями. Среди них и наш земляк Сергей Шестаков. Он посещал новообразовавшиеся тогда еще никем не признанные государства 5 лет подряд. Видел все, видел разруху, видел и легендарных этих командиров, которых сейчас уже живых нету. Конечно, я когда узнал, что Путин признал республики, я очень обрадовался, потому что начали мне из Донбасса присылать сообщения, что они меня тоже поздравляли с этой датой, то, что Путин признал эти республики, они меня считают уже как бы своим человеком, потому что Украина официально объявила меня тоже своим врагом. Сегодня взгляд Сергея прикован к телевизору. Он ждет каждый новостной выпуск. Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о вводе войск он одобрил. Обстрелы не прекращаются, наоборот, они усиливаются. И Украина начала обстреливать российские границы. Снаряды прилетали в Ростовскую область. Я думаю, что это уже скоро прекратится, потому что действительно Путин направил туда войска, и они, конечно же, наведут там порядок. Напряженно следят за развитием ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках и ветераны боевых действий афганской и чеченской войн. Они отнеслись положительно к указу главы российского государства признать независимость республик и начать военные операции по защите Донбасса. Уже 8 лет там идет необъявленная война, люди гибнут. Самое плохое, что гибнет в первую очередь гражданское население, дети гибнут. Поэтому сейчас, когда Россия приняла решение признать независимость и оказать поддержку всяческую этим республикам, в том числе военную, считаю, что с этими людьми, которые не понимают, не принимают этих минских договоренностей, не участвуют в них, категорически не участвуют, будем поступать по-другому, будем принуждать их к миру. И у Сергея Никонова много единомышленников в разных точках России. Также председатель Союза ветеранов Афганистана высказал готовность к организации оказания гуманитарной помощи населению Донбасса. Жители города Ленска, который некогда был смыт с лица земли наводнением, прекрасно знают, что такое беда. И понимают, что вооруженные сограждане страшнее стихийного бедствия. Поэтому готовы прийти на помощь. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.